Спасибо. Слушай, мне было... Я доревел, что это Дорогие друзья, давайте начинать уже, да? Ну что же, друзья и гости нашего города, нашего музея, мы все очень рады видеть в стенах у нас дома, скажем так, вас. Сегодня у нас знаменательное событие. Впервые у нас экспонируется работа нашего земляка, могилевского художника Владислава Малахова. Нам очень приятно, что художник предоставил нам такую возможность показать жителям нашего города любимого и гостям города Могилева пейзажи, в которых отражается красота нашей малой Родины. Вот в первом-втором зале вы можете пройти потом и посмотреть, как же он вкладывает душу в то, как отражает красоту нашего родного края. Очень приятно видеть сегодня у нас в зале столько знакомых лиц, гостей, постоянных посетителей нашего музея. И, наверное, хотелось бы предоставить нам слово художникам, друзьям нашего музея. Так, давайте с кого мы начнем? Давайте начнем, да, с известного скульптора Кононова Владимира Леонидовича. Почетного музейщика. Да, верно все. Я поддерживаю Владислава Малахова, поздравляю всех с Рождеством, с Новым годом, желаю всего доброго. Потому что художник, он, наверное, умеет приносить добро, без этого не может. Когда мы трудились под одной крышей в комбинате, мы чаще виделись. Сейчас видимся только на выставках, и благодаря тому, что есть такая прекрасная возможность, музей, это такое солидное место, прекрасная площадка. Во-первых, она собирает заинтересованных людей. И вы знаете, что произведения живут в мастерской, а воплощаются зрители, когда они их посещают, они их воспринимают. Знаю Александра Михайловича давно, вот. Сложно сказать, что это такое откровенное при всех. Да? К тому же его трудно было бы заподозрить среди наследников строителей Вавилонской вежи. Он, скорее всего, строитель, неизвестный строитель храмов, огромных, которые остались. Вот. И он скромно, вообще представляет, говоря историческим языком, представляет скромное крыло Витебской школы. Вот. Потому что фавориты Витебской школы, к сожалению, уходят, а неизвестные люди, прекрасные эти мастера, возделывающие с любовью кусочек родной земли, могут еще показать себя в этих произведениях. Еще принято говорить, что работа художника находится в частных коллекциях и в музеях мира, где он только не бывал. Но я знаю точно, что в семьях многих могилевчан живут его работы, именно живут, потому что они воспринимаются, рядом с ними не надо вешать аннотацию, что там изображено, потому что в душах людей отображается. Вот. И очень многие работы, конечно же, переплыли через океан наверняка, как воспоминания о малой родине. Вот. Такая хвала Владу за это, потому что забвение настигает даже великих и народных. Вот. А как хорошо, что мы всегда вспоминаем своих могилевчан. Таких прекрасных художников. Я вас поздравляю. Так, а дальше, наверное, мы предоставим слово Первунинскому Борису Ивановичу, да? Борис Иванович, не против?
Владислав Малахов начал свою деятельность в комбинате Могилевском. Это здание было построено, пожалуй, самое лучшее в Беларуси в то время. В то время была потребность в пропаганде, в идеологии, в оформительской работе. И вот он себя там проявил вполне хорошим оформителем. Также участвовал и на выставках, когда он занимался в основном акварелью, рисунком, на областных, на республиканских выставках участвовал. Ну вот постепенно время как-то все меняло обстоятельства в Беларуси, не только в Могилеве, но и в Беларуси. Спрос на изобразительное искусство стал снижаться, оформительская работа вообще сошла на нет, начали кооперативщики этим заниматься. И он перешел на масляную живопись, а время было перестроечное, и в этот момент как раз жители не знали, куда девать деньги, старались спасать и вклад вносить вот в искусство. Я помню, в то время Малахов очень был востребован. У него не висели работы в салоне, он только приносил и их тут же забирали. Иногда прибегали, спрашивали, есть ли работы Малахова, а Малахова работы уже нет, проданы, ждали, когда он еще сделает. Он называет свою живопись салонной, он это признает честно, но в отличие от настоящих салонных работ, в этих работах есть душа, есть чувство Родины, в них есть качества такие, как композиции, и цвет у него есть. Ну, вот такой вот подход на то, чтобы они пользовались спросом, он немного в угоду потребителя применял свое творчество. Ну, работы от этого сильно не пострадали. Вот я сейчас смотрю, эти работы все вместе скомпонованы в двух залах, и они на меня производят очень хорошее впечатление. Хорошая композиция, есть свет, рисунок есть. Поэтому художник нашел свое место, делал то, что любил. И я поздравляю, что он не потерял. Теперь давайте. Да, будет быть в этом. Я только собралась пригласить, да, Юркову Веру Ивановну сказать что-то. В свое время, ну то есть очень давно, знакомы, естественно, это был самый популярный и знаменитый художник города Могилева. Еще, правда, у него был конкурент Федор Киселев. Ну, например, приходит заказчик и говорит: а вы Владимира Малахова знаете? И попробуй скажи, что не знаю. Это значит, мой авторитет сразу вниз падает. Как это не знаете Владислава Малахова? Его популярность вот сейчас наяву. Столько людей пришло на твою выставку, Владик. Я просто горжусь тобой, что я знакома. У него очень хороший характер. Это человек деликатный, он никогда никого не обидел. Он настолько дружественный, товарищеский. Я желаю ему только здоровья и больших творческих успехов. Дарю такой профессиональный ему подарочек для какого-нибудь нового произведения. Давайте еще попросим, пригласим сказать слово Нестерука Юрия Михайловича, который спрятался вот там. Хотел вильнуть от этого процесса. Я не спрятался, а просто столько людей пришло, что, в общем, пробиться невозможно как-то. И даже вот хочу представить моего соседа по мастерской, Леонид Федорович, вот, который всячески мне помогает и, оказывается, тоже интересуется очень искусством.
Вот. Про Владислава Михайловича Малахова предыдущие выступающие очень точно все, что было сказано, это абсолютно 100% правда. Да? Но добавить еще что хочется, что на самом деле вот каждая работа автора – это его автопортрет. И мы видим, насколько работы светлые, доброжелательные, позитивные по настроению. Это душа автора здесь выражается. На самом деле Владислав Михайлович очень ответственный, толерантный, доброжелательный и всегда готов помочь своим друзьям и незнакомым людям абсолютно бескорыстно. Вот. Например, мне он печку помог сделать. То есть мастер, о чем я за это очень уважаю его. Ну, есть много качеств, которые просто нельзя не уважать. Вот. И хочется сказать еще, например, как вот он, допустим, пишет «Буйническое поле», так никто из могилевских художников и даже приезжие гости, вот никто так не смог проникновенно отразить вот этот на самом деле важный мотив в истории нашего города. И с большим глубоким уважением отношусь, Владислав Михайлович, к вам, к вашей компании, в которой вы работаете. Спасибо большое. Может быть, кто-то еще из гостей сегодня хотел бы что-то сказать? Нет. Ну тогда давайте предоставим слово нашему мастеру, нашему художнику. Всем спасибо, что вы пришли. Спасибо сотрудникам музея, его директору Елене Владимировне за то, что предоставили мне такие хоромы. Я никогда не думал. Ну, смотрите, я расстроен. Спасибо вам, что вы согласились показать нашим гостям свое творчество. Спасибо всем пришедшим сегодня. Желаю вам приятного просмотра. Наслаждайтесь. Спасибо вам большое. Принеси показать. Женечка, спасибо. Вот это заместитель. Можно вас? Виновник встречи Ольга Дмитриевна. Все, можно? Да.
попалась мне вторая картина. А в этой выставке сказано, стоял свист. Ничего страшного, это не главное. Спасибо тебе за... Нет, ну, обычно первый раз вот и все, а потом